Продолжим эфир телеканала «Якутия-24» обзором спортивных, экономических событий и чрезвычайных происшествий, осветить которые мне помогут коллеги. И начнем с актуального курса валют. Итак, согласно информации Центробанка, доллар сейчас на отметке 63 рубля 17 копеек. Евро стоит 69 рублей 74 копейки. Самую выгодную покупку американской валюты в Якутске сегодня предлагает Россельхозбанк за 62 рубля 70 копеек, а продает Восточный банк за 63 рубля 16 копеек. С обменом евро лучший курс у Восточного банка покупает за 62 рубля 70 копеек, а продает за 69 рублей 45 копеек. Владимир Путин резко отреагировал на сообщение о поднятии аптеками цен на маски и лекарственные средства на фоне вспышки коронавируса в Китае. Во время рабочей встречи с членами правительства в Москве вице-премьер России Татьяна Голикова доложила президенту о том, что стали поступать сообщения о поднятии цен некоторыми аптечными пунктами на маски от 70 до 100 рублей. Когда до Нового года в среднем по стране цена была 1,5 рубля. Владимир Путин назвал это не иначе как спекуляцией и сказал, что нужно отнимать у таких аптек лицензии. Лицензии надо отбирать у них, то есть, на эту деятельность. Решили нажиться. Надо выявить таких. Хорошо. Просто по каждой организации принять решение, то все. Хорошо. Чтобы неповадно было в следующий раз. Также Татьяна Голикова сказала, что в ближайшее время о текущей ситуации и принимаемых мерах отчитается Федеральная антимонопольная служба. В связи с беспрецедентностью случая принимаются и другие меры, в которых участие могут принять сами граждане России. Я хотела сказать, что 4 февраля Росздравнадзором по нашему поручению открыта горячая линия для населения, на которую может каждый обратиться за разъяснением, а также информацией о завышении цен в аптечной сети. В свою очередь, глава Республики Сан-Николаев еще в начале недели поручил усилить контроль за ценами на овощи в регионе. После закрытия границ с Китаем многие оптовые базы неправомерно начали завышать цены на овощи и фрукты. Уже в понедельник рост цен наблюдался в Нерюнгри. О том, как обстоит ситуация там сейчас, расскажет моя коллега Екатерина Павлова. Катя, приветствую. Насколько подорожали овощи? Да, Сергей, здравствуй. Да, нерюнгринцы отмечают, что за последний месяц цены на овощи выросли в 1,5–2 раза. Так, раньше можно было купить помидоры от 150 рублей. Сегодня цены на них уже стоит ценник в 300 рублей. А сегодня мы находимся на крытом центральном рынке, где много овощных отделов, и мы не наблюдаем здесь баклажанов, кабачков и болгарского перца. Также отмечают нерюнгринцы, что раньше огурцы с Благовещенска можно было купить за 180 рублей килограмм. Сегодня они стоят 350 рублей килограмм, и поставка идет с Омска. Отмечается, что цены, конечно, растут по всему Дальнему Востоку, как это зависит от цены поставщика, как утверждают продавцы, и ниже себестоимости, конечно, никто продавать не может. 4 февраля этого года в Нерюнгринской районной администрации под председательством первого заместителя главы Светланы Пиляй состоялось заседание межведомственной комиссии по мониторингу и оперативному реагированию на изменения конъюнктуры продовольственного рынка. В частности, речь шла об оптово-розничных ценах на плодоовощную продукцию. Сегодня для определения ценовой ситуации на продовольственном рынке были приглашены опытные поставщики, реализующие овощи и фрукты на территории Нерюнгринского района. И по результатам откровенного делового разговора комиссия приняла решение о проведении еженедельного мониторинга розничных цен. И вот как ситуацию прокомментировала Анна Сергеевна, начальник управления потребительского рынка и развития предпринимательства в Нерюнгринском районе. В связи с тем, что Нерюнгринский район не относится к районам с ограниченным сроком завоза грузов, то в связи с этим мы не можем на правовом уровне, на законном отрегулировать торговыми надбавками, как это делают северные районы. Поэтому мы проводим мониторинг розничных цен по плодоовощной продукции нашего района. Мониторинг в поселениях проводится специалистами администраций.
По итогам мониторинга, если будет официально зарегистрировано повсеместное повышение цен на плодоовощную продукцию, то мы имеем право обратиться в Федеральную антимонопольную службу с инициацией проверок ценообразования на территории нашего района. Как нам сказали некоторые продавцы, что уже говорится о том, что границы где-то в Приморье открываются и, возможно, скоро будет снижение цен. Но мы будем следить за развитием событий и ждать снижения цен. Сергей. Катя, спасибо. Надеемся, что такая мера, как мониторинг цены, поможет сохранить стоимость овощей на прежнем уровне. Я напомню, Екатерина Павлова рассказала о повышении цен на овощи в Нерюнгринском районе. А мы идем далее. Продолжается декларационная кампания. До апреля во избежание штрафов гражданам необходимо сдать декларацию в налоговую службу. О том, кому полагается в обязательном порядке отчитаться о доходах, а также за что, напротив, можно получить налоговый вычет, расскажет Максим Кардозов. Заплати налоги и спи спокойно. С 1 января стартовала декларационная кампания 2020 года. А это значит, физическим лицам необходимо отчитаться о полученных доходах за прошлый год. За официальную зарплату отчитываться не нужно. Это делает работодатель. Так давайте разберемся и перечислим те случаи, когда в налоговую все-таки придется сходить самостоятельно. Итак, это если вы продали квартиру, дом или машину. Если вам подарили недвижимость или автомобиль не близкие родственники. За сдачу в наем и аренду тоже придется доложить. Также в этом списке прибыль от выигрыша в лотерею или деньги, полученные от организаторов азартных игр. Представляется декларация в формате 3 НДФЛ, причем заполнить ее можно в электронном виде в личном кабинете на сайте налог.ру. Декларация в личном кабинете налогоплательщика, она более упраздненной формы. Практически она там готова, необходимо надо будет нажать определенные только параметры. Кстати, если вы продали квартиру, которая была в вашей собственности больше 3 лет, то такая сделка налогом не облагается. А тем, кому все-таки нужно отчитываться, необходимо это сделать до 30 апреля 2020 года. Иначе вас ждет штраф. А вот если вы хотите получить налоговый вычет, это когда государство вам возвращает деньги, то во времени вас ограничивать никто не собирается. 13% можно получить обратно за лечение, обучение. В этих случаях вам вернут до 120 тысяч рублей. Благотворительность. Здесь вид социального вычета ограничен четвертью годового дохода налогоплательщика. А за покупку недвижимости вы можете рассчитывать на максимальный возврат в 260 тысяч рублей, если квартира или дом стоили больше 2 миллионов. Они эту сумму сразу не получают, получают в зависимости от уплаченной суммы налога. Допустим, в 2019 году физическое лицо купило квартиру, и при этом у него заработная плата составляет, ну скажем, 1 миллион в год. Да? Сумма уплаченного налога в этом случае составит 130 тысяч. Он получит 130 тысяч, остаток недополученной суммы он получит в следующем году. Оформить налоговый вычет за покупку недвижимости одновременно могут и оба супруга, а значит и сумма получится в 2 раза больше. Если муж и жена купили вместе квартиру и сумма покупки составляет более 4 миллионов, они могут параллельно вдвоем подать налоговую декларацию. Каждый отдельно предоставляет налоговую декларацию. А в том случае, если сумма менее 2 миллионов рублей, тогда один из супругов. Налоговые декларации необходимо предоставлять в налоговую по месту вашего учета. Адреса и телефоны, а также точное время работы отделений можно узнать на сайте налог.ру. Счетная палата России признала систему стратегического планирования федеральных министерств и ведомств крайне неэффективной. Подробнее расскажет мой коллега Иван Лазаренко. Иван, приветствую. В чем именно отразилась эта неэффективность? Приветствую, Сергей. Но дело в том, что федеральные министерства и ведомства умудрились не включить в план своей работы 45% показателей национальных проектов, по которым они, собственно, и анализируются. Это новости экономики на Якутии-24. В студии Иван Лазаренко. Система стратегического планирования федеральных министерств и ведомств разбалансирована и неэффективна, а уровень контроля и исполнительской дисциплины низок. К такому выводу пришла счетная палата по итогам стратегического аудита показателей деятельности федеральных органов исполнительной власти. В планы деятельности министерств и ведомств до 2024 года не включено 45% показателей национальных проектов, сформированных для исполнения майского указа президента Владимира Путина. Ситуация с
госпрограммами еще хуже. 74% показателей не отражены в планах работы федеральных чиновников. В таком состоянии система планирования не способствует достижению национальных целей и не обеспечивает решение стратегических задач развития страны, указывает Счетная палата. Эффективность стратегического планирования отстает из-за слабого уровня цифровизации в министерствах и ведомствах, а открытость так и не стала основным принципом работы федеральных госслужащих, говорится в отчете. Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что согласно прогнозу по рождаемости в 2020 году право на получение материнского капитала на первого ребенка будут иметь 561 тысяча семей, на второго ребенка около 552 тысяч семей. Средства на эти цели уже заложены в бюджете. По ее данным, на финансирование этих мер в 2020 году планируется использовать 122 миллиарда рублей, в 2021 году 210 миллиардов 700 миллионов, в 2022 году почти 266 миллиардов рублей. Минтранс решил субсидировать местные авиамаршруты и короткие перелеты в пределах одного региона. Для отдаленных и труднодоступных регионов они зачастую являются единственным способом связи с большой землей. Эти субсидии планируется ввести в единые программы субсидирования авиарейсов. Они охватят субсидии на межрегиональные рейсы и на перелеты на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь. Программы будут утверждаться не на год, как сейчас, а сразу на 3, а потом и на 5 лет, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих. Развитие местных авиаперевозок предполагается на условиях софинансирования регионов из федерального бюджета, который возьмет на себя около половины расходов. Минтранс в настоящее время готовит критерии получения таких субсидий. Оформление документов, справок и пособий без необходимости приходить в госучреждения, приложение в смартфоне вместо паспорта, единый электронный сервис для сбора и обработки жалоб. Все это может скоро стать реальностью. К 2024 году 70% государственных сервисов должны оказывать гражданам услуги полностью в электронном виде, без необходимости очного визита в госструктуры и МФЦ. Схема проста. В роли чиновника будет выступать робот. Он оценит, есть ли основания для принятия того или иного решения, и если есть, то примет его. Это, по словам главы Минкомсвязи Максута Шадаева, позволит исключить человеческий фактор при принятии решений, сократить трудозатраты и занять чиновников более интеллектуальной работой. Основа для перехода на такую модель — сформирована эта система электронного правительства, а также единая система идентификации и аутентификации граждан, которые обращаются за получением госуслуг в электронном виде. В ней уже зарегистрировано больше 70 миллионов человек. По поручению главы Якутии Айсана Николаева население арктических районов освобождено от уплаты транспортного налога на бессрочный период. Кроме того, задолженность по этому налогу, которая числится за жителями арктической зоны, списана. Об этом заявил первый вице-премьер Алексей Колодезников в ходе отчета правительства республики о работе за прошлый год перед населением поселка Оленек, Оленекского и Эвенкийского национального района. Аналогичные решения приняты на уровне муниципальных образований по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц. Отмечу, что опыт республики по поддержке населения Арктики вызвал большой интерес и изучается другими регионами страны. В Якутии для аптечных учреждений введены предельные размеры розничных торговых надбавок на медицинские маски в размере 50% к цене изготовителя в случае прямых поставок и 15% к оптовой цене масок в случае поставки оптовым поставщиком. Соответствующий приказ издан в Госкомцен Якутии в целях предотвращения необоснованного роста цен на медицинские маски. В случае обнаружения завышения цен необходимо сохранить кассовый чек и направить его вместе с жалобой в Госкомцен Республики. Если зафиксируется завышение надбавки, то на должностное лицо, в том числе на индивидуального предпринимателя, накладывается штраф в размере 50 тысяч рублей. Если нарушителем является юридическое лицо, то размер штрафа – это двукратный размер излишней полученной выручки. На этом у меня пока все. Будьте в курсе экономических событий на Якутия-24. Сергей, ну а я передаю слово тебе. Как будут развиваться события в мире финансов и экономики, мы узнаем в следующих выпусках. Иван, спасибо. Это был Иван Лазаренко с новостями экономики. Мы переходим к мировым новостям. Происшествие в аэропорту Стамбула в Турции в результате жесткой посадки лайнера компании Pegasus Airlines в аэропорту Стамбула никто из 177 находившихся на его борту человек не погиб, но есть пострадавшие. Подробности в репортаже Артема Сторонова. Самолет авиакомпании Pegasus Airlines, летевший из Измира,
в среду совершил жесткую посадку в международном аэропорту Стамбула имени Сабихи Гөкчен. На борту лайнера находились 177 человек. После приземления воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы и развалилось на несколько частей. Прибывшим на место пожарным удалось локализовать возникшее на борту возгорание. Как сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Джахид Турхан, в результате инцидента никто не погиб, но есть пострадавшие. Всех людей успешно эвакуировали из самолета. Что стало причиной инцидента, не уточняется. Лайнеры, которые должны были приземлиться в Сабиха Гөкчен, перенаправляются в аэропорт Стамбул. А тем временем 2 самолета ВКС с эвакуированными из Китая россиянами приземлились в Тюмени. Накануне на родину вернулись россияне, находившиеся последние месяцы в Ухане. Напомню, именно в этом китайском городе впервые зафиксировали новый коронавирус, от которого уже погибло почти 500 человек. Подробности возвращения на родину далее. В Тюмени в среду приземлились 2 самолета ВКС с россиянами, эвакуированными из китайского Уханя. Этот город стал эпицентром распространения нового коронавируса. Как сообщили в Минобороны, на родину вернулись 144 человека. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное, заболевших нет. Тем не менее, чтобы исключить любую возможность проникновения инфекции, прибывшие отправятся на карантин. О новом коронавирусе стало известно в декабре прошлого года. С тех пор число его жертв только растет. Так, по последним данным, от заражения в Китае погибли 490 человек. Больше 24 тысяч инфицированы. Вирус распространился по всему миру. Он зафиксирован в 24 странах, например, в Японии. И заболевание может омрачить проведение летних Олимпийских игр. Они стартуют 24 июля. А между тем вспышка коронавируса в Китае ударила по туризму Байкала, который по большей части ориентирован на гостей из Поднебесной и сейчас терпит убытки. Группы из КНР массово отменяют туры, игроки отрасли не берутся прогнозировать, как долго продлится спад. В прошлом году из 30 миллионов иностранцев, которые посетили Россию, 2 миллиона были гражданами Китая. Подробнее расскажет Анастасия Дмитриева. Зима – традиционно высокий сезон для бурно развивающейся туристической индустрии озера Байкал в Сибири. Но вспышка коронавируса привела к тому, что ее основной источник дохода был отрезан. Турпоток из Китая внезапно прекратился, поскольку и Москва, и Пекин ввели множество ограничений на поездки, чтобы остановить распространение инфекции. Россия сообщила о 2 случаях заражения вирусом. Ательеры ожидали ажиотаж. Все номера на февраль-март были распроданы. Гостиничный бизнес особенно ощутил спад в таком популярном у китайцев месте, как поселок Листвянка в Иркутской области, на берегу самого большого в мире пресноводного озера. Туристы из КНР обычно составляют там 2/3 всех клиентов, рассказал Артем Поташов, директор гостиничного комплекса «Крестовая». В Китае Новый год, и в феврале месяце очень всегда были хорошие, то есть выезды групповые с Китая. В этом году у нас выезды, то есть Новый год не получился. Рестораны стоят пустыми и получают лишь небольшую часть от обычного объема выручки, говорит официантка Анастасия Николаева. Туристов китайских стало намного меньше, прям в разы ощутимо. Работы стало очень мало. На нашем бизнесе ощутилось прям сильно. В 2017 году Листвянку посетили 27 тысяч туристов из Китая. В прошлом году уже 49 тысяч. Местные туроператоры не знают, как долго будут действовать ограничения. Точной даты, до какого момента они запретили выезд своих туристов из страны, ее пока не озвучивают. Поэтому, допустим, до 1 марта, я так понимаю, ориентировочно, мы ориентируемся до 1 марта, что брони они все снимают, отменяют. Президент Владимир Путин объявил развитие туризма национальным приоритетом, и китайские отдыхающие играют в этом огромную роль. 2 миллиона человек посетили Россию в прошлом году и потратили больше, чем путешественники из какой-либо другой страны. Байкал, окруженный заснеженными сопками и лесами, содержит около 1/5 незамерзших запасов пресной воды на Земле. Зимой озеро покрывается льдом, что позволяет заниматься многими видами спорта – от катания на коньках и лыжах до рыбалки и ховеркрафта.
Идем далее. В берлинском зоопарке родились сурикаты впервые за 7 лет. Подробности в материале Никиты Конева. Берлинский зоопарк показал детенышей сурикатов, первых родившихся в нем за последние 7 лет. Они появились на свет в январе. Их мать зовут Нани, а отца Йоста. У этих малюток еще нет имен, и даже пол пока остается неизвестен. Сейчас они активно изучают свои угодья. Сурикаты – это высокоорганизованные животные, единственные хищники, которые живут колониями. Эти небольшие зверьки, по некоторым данным, считаются одними из самых кровожадных. Они жестко враждуют из-за территорий и в схватках убивают сородичей. Распространен вид в Южной Африке, в основном в районе пустыни Калахари, на территориях юго-западной Анголы, Намибии, Ботсваны и ЮАР. Возвращаемся в наш регион. В Якутии продолжаются рейды полицейских по выявлению нарушений в сфере незаконной реализации алкогольной продукции. За минувшие сутки стражи порядка выявили 5 нарушений в этой области. Подробности расскажет Александр Хавренко в обзоре чрезвычайных происшествий. Александр, приветствую. Какого рода полицейским удалось выявить нарушения? Приветствую, Сергей. Это традиционно продажа алкоголя без лицензии, продажа алкоголя в неустановленное время и продажа алкогольной продукции несовершеннолетним. Это обзор чрезвычайных происшествий в студии Александр Хавренко. Продолжаются рейды полицейских по выявлению нарушений в сфере незаконной реализации алкогольной продукции. В баре «Беркут» по улице Жарницкого в Якутске выявлен факт незаконной реализации алкогольной продукции. 32-летний работник привлечен к административной ответственности по статье «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Аналогичное правонарушение совершила 24-летняя продавец пивной станции. Девушка также привлечена к административной ответственности. Инспектором ПДН выявлен факт продажи алкоголя несовершеннолетнему в ГИК-кафе. 20-летний бармен привлечен к ответственности. С подростком и его родителями будет проведена профилактическая работа. Мегинские полицейские установили бутлегера. Мужчина незаконно реализовал крепкие спиртные напитки из салона своей автомашины. Проводится проверка. А в поселке Жатай участковый уполномоченный полиции выявил факт незаконной реализации алкогольной продукции в одном из магазинов. Начато административное расследование. В отдел полиции по Верхневилюйскому району поступило заявление от 81-летнего местного жителя, у которого из кладовки похитили 30 штук ряпушки. Ущерб составил 2500 рублей. Участковым уполномоченным полиции был установлен 35-летний житель района. Злоумышленник пришел в дом к заявителю для того, чтобы навестить его сына, но младшего хозяина не застал. В доме находился 81-летний дедушка, который сидел с внуками. Уходя из дома, мужчина из кладовки похитил рыбу. Часть рыбы он успел употребить в пищу. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В 4-й отдел полиции Якутска с заявлением о хищении средств с банковского счета обратилась жительница города. К моменту обращения с ее карты успели потратить 5000 рублей. Женщина пояснила полицейским, что стала получать СМС-оповещения о списании с платежной карты денежных средств. Поверив в сумку, она не обнаружила банковскую карту с функцией бесконтактной оплаты и обратилась за помощью в полицию. Полицейскими был установлен подозреваемый в хищении денежных средств с банковской карты. Им оказался 35-летний житель Якутска. Злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Выяснилось, что банковскую карту он нашел на улице, после чего решил воспользоваться ей и оплатить все свои покупки на общую сумму 5000 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». К российским новостям. Волна псевдоминирований в стране продолжается. В среду сообщения о бомбах пришли во все столичные вузы, в том числе и в МГУ имени Ломоносова. Также оказались якобы заминированы 6 вокзалов и 3 суда. Все угрозы оказались ложными. Недавно сотрудники ФСБ вычислили, откуда тысячами рассылаются сообщения о минировании. Сначала это был интернет-сервис в Нидерландах, а затем другой в Швейцарии. Генпрокуратура и Роскомнадзор начали блокировать доступ к ним с территории России. Однако остановить волну пока не удается. И к мировым новостям. Десятки людей погибли и пострадали в среду в результате схода 2 лавин в провинции Ван на востоке Турции. Поисково-спасательные работы продолжаются. Количество жертв может возрасти. Подробности рассказывает Артем Сторонов. По меньшей мере 26 человек погибли в среду в результате схода 2 лавин за сутки в провинции Ван на востоке Турции. В больнице доставлены 56 пострадавших. Об этом сообщают местные издания. По информации журналистов, после схода первой лавины в районе Бахчисарай погибли 5 человек.
Еще двое, находившиеся в микроавтобусе, считались пропавшими без вести. Когда на их поиски прибыла спасательная группа, на нее сошла вторая лавина. В результате погиб еще 21 человек, 12 сотрудников экстренных служб и 9 гражданских. По словам губернатора провинции Ван Мехмета Эмина Белмеза, поисково-спасательные работы продолжаются, и число погибших может значительно возрасти. На этом наш выпуск подошел к концу. О развитии чрезвычайных происшествий в стране, мире и республике мы расскажем в следующих выпусках новостей. Сергей, на этом у меня пока все. Александр, спасибо. Это был Александр Хавренко с обзором чрезвычайных происшествий. А мы идем далее и переходим к спортивной теме. 8-летний Андрей Киселев из Верхней Пышмы выполнил 5000 отжиманий. Этот результат теперь претендует на новый мировой рекорд среди детей. Идея о том, чтобы установить достижение мирового масштаба, появилась у Андрея и его отца Дмитрия Леонова после того, как они посмотрели видео с чеченским мальчиком, который в 2018 году отжался без перерыва 4105 раз и стал лучшим в этом виде спорта. Тогда отец решил заключить с сыном пари, и Андрей вызов принял. Официально достижение Андрея еще не зафиксировано, но мальчик уверен в своих силах, как и в том, что сможет повторить этот результат еще раз. Заявку в Книгу рекордов России семья уже подала. Также некоторые элементы он делает из программы мастеров спорта. Правда. Это удивительно всем, для нас. Даже вот сегодня нет взрослых мастеров наших, они в другом зале. Когда они делают, они просто удивляются. И у них там своя похвала, свои какие-то слова ему, потому что они сами... А вот он сам как-то видит и повторяет. А российская легкоатлетка Мария Ласицкене признана лучшей прыгуньей в высоту десятилетия по версии американского журнала Track and Field. Подробности знает мой коллега Власий Сергеев. Власий, приветствую. Кого опередила Мария в борьбе за это звание? Сергей, здравствуй. Мария в борьбе за это звание опередила свою соотечественницу Анну Чичерову, а также представительницу Испании Рут Бейтию. В эфире новости спорта. Здравствуйте. Россиянка Мария Ласицкене признана лучшей прыгуньей в высоту десятилетия по версии американского журнала Track and Field. Издание опубликовало собственные рейтинги, в которые вошли по 10 лучших спортсменок в каждой легкоатлетической дисциплине. В тройку лидеров вошли по 10 спортсменок. Также у нас Анна Чичерова, россиянка, и испанка Рут Бейтия. Мария Ласицкене является первой и единственной в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. Также на ее счету имеется золото чемпионата Европы. В соревнованиях, которые проводятся в помещениях, Мария по 2 раза становилась победительницей на чемпионатах мира и Европы. Баскетболисты казанского «Уникса» одержали победу над литовским «Ритасом» в домашнем матче 5-го тура топ-16 Еврокубка. Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 82-69. Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник россиян Джамар Смит, набравший 24 очка. В составе гостей самыми точными были Пака Круз и Кэмерон Бейрстоу. У них по 14 баллов. После 5 игр «Уникс» идет на второй строке группы G, одержав 2 победы. Возглавляет квартет французский «Монако». Третье место занимает «Ритас», и на последней строке располагается турецкий «Галатасарай». В следующем туре «Уникс» сыграет в гостях с «Монако». Встреча состоится 4 марта. Российские мини-футбольные клубы узнали своих соперников по полуфиналу Лиги чемпионов. Результаты жеребьевки опубликовал официальный сайт Ассоциации мини-футбола России. Московский клуб КПРФ в борьбе за выход в финал встретится с двукратным победителем турнира испанской «Барселоной». В другом полуфинале Тюмень из одноименного города сыграет с испанской «Мурсией». КПРФ и Тюмень ранее не участвовали в финальной стадии Лиги чемпионов. Из российских клубов обладателями данного трофея становились ВИС Синара, Газпром Югра и Динамо. Полуфинальные матчи пройдут в Минске 24 апреля, ну а финал турнира пройдет 26 числа. Завтра якутский мини-футбольный клуб «Заря» в рамках 19-го тура чемпионата России среди команд высшей лиги сыграет со столичной командой «Мосполитех». Встреча пройдет в Московской области. Якутские футболисты в данный момент занимают 9-е место в таблице Западной конференции, набрав 21 очко. «Мосполитех» идет следом на 10-й строке, имея в активе 19 пунктов. Команды уже встречались в этом сезоне. В первом круге чемпионата победу со счетом 7-3 праздновал московский клуб. Стартовый свисток матча «Заря-Мосполитех» прозвучит завтра в 21:00 по якутскому времени. Трансляция игры будет доступна на официальном YouTube-канале Ассоциации мини-футбола России.
Якутянин Ростислав Павлов выполнил норматив мастера спорта международного класса, а также установил новый рекорд республики в стрельбе из классического лука. Случилось это на международном турнире, который прошел в Орле. В мужском дивизионе классиков выступили 157 спортсменов из разных стран и регионов России. Из якутян лучший результат показал Павлов, набрав 590 очков из 600 возможных, тем самым выполнив норматив мастера спорта международного класса. Он стал первым якутским спортсменом, которому удалось достичь этого результата в стрельбе из классического лука. В данный момент Павлов принимает участие в чемпионате России, который проходит также в Орле. Владимир Балынец завоевал золотую медаль на чемпионате России по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщает «Спорт Якутии». Соревнования прошли в Алексине. Балынец не нашел себе равных в дисциплине жим лежа среди спортсменов весовой категории до 49 килограммов. Якутянин победил, отжав штангу весом 155 килограммов. Эта победа на национальном первенстве стала для атлета 15-й в карьере. Напомню, Балынец является призером Паралимпийских игр в Лондоне, многократным чемпионом мира и Европы. Следующим стартом якутского пауэрлифтера станет Кубок мира, который пройдет в апреле в Объединенных Арабских Эмиратах. К этому часу это все спортивные новости. Мы продолжаем следить за событиями в жизни российского и мирового спорта. Сергей, тебе слово. Власий, спасибо. Это был Власий Сергеев с обзором спортивных событий. А мы продолжаем выпуск. Артисты театра Олонхо усиленно готовятся к премьере спектакля по поэме Алексея Елисеевича Кулаковского «Сон шамана». Премьера состоится уже завтра в Доме дружбы народов, который носит имя выдающегося писателя. Само же произведение является самым значительным из всех творений гения слова. Ульяна Шагина заглянула за кулисы театра и подсмотрела за ходом репетиции. Уля, привет! Ждем от тебя подробностей. Добрый день, Сергей. Мы сейчас находимся в зрительном зале. Именно здесь, вот за мной на сцене, проходит репетиция «Сна шамана». Отмечу, что в этом году исполняется 120 лет творческой деятельности известного всем якутского писателя Алексея Елисеевича Кулаковского «Эксекулях Алексей», а также исполняется 110 лет его знаменитому произведению «Сон шамана». И театр Олонхо решил сделать вот такой вот великолепный подарок, сюрприз своим зрителям, поставив на сцене дружбы народов этот великолепный спектакль «Сон шамана». Режиссером-постановщиком этого спектакля является всем известный нам Андрей Исаевич Борисов. Он сейчас находится рядом со мной. Андрей Исаевич, добрый день. Я знаю, что 20 лет назад на сцене Цеха театра у вас уже был опыт постановки этого спектакля. Вот так чем же отличается вот именно этот спектакль от предыдущего? Ну, возвращение к поэме Кулаковского «Сон шамана», оно обусловлено тем, что вот центр Кулаковского, Дом дружбы имени Кулаковского, принял в свою лоно театр Олонхо, и театр Олонхо первую свою премьеру делает по Кулаковскому. Это закономерно так, да? Но с другой стороны еще и то, что театр Олонхо является театром, который вышел из театра Саха-театра имени Платона Юнского. И мы в центре Кулаковского ставим спектакль, который является истоком литературы, якутской литературы, а истоком творчества самого Кулаковского является, как он говорил, что он вырос под челюстью Олонхасута, он слышал Олонхо, народные предания и так далее. И в этом смысле, конечно, «Сон шамана» – это огромный кладезь, который может рассказать не только о прошлом, не только о настоящем, но и о будущем. Потому что те темы, которые поднимает Кулаковский в этой поэме, это ответы на глобальные вызовы, на глобальные войны, на глобальные катастрофы, на глобальные, даже на эпидемии и так далее, поскольку он беспокоится о народе Саха, как же будет народ Саха, республика наша, отвечать этим вызовам, и он дает ответ. Это культурный уровень, образование, это развитие, это жить в дружбе с народами, чтобы не было войны и так далее. И вот поэтому мы этот спектакль выдвигаем на суд зрителям 7, 8, 9, а у него есть знаменитые высказывания 77, 88, 99. Поэтому приглашаем вас на наш спектакль. После спектакля театр Олонхо едет на фестиваль Махабхарата в Индию. То есть
Театр Анахот так востребован, что фестиваль Махабхарата, индийский фестиваль, пригласил его с постановкой. Приглашаем. Спасибо большое. Ну а если рассказать немного о самом спектакле, в своем произведении Алексей Алексеевич Кулаковский в «Сне шамана» предсказывает не только о событиях, которые происходили в 20 веке, но и о тех событиях, которые происходят в наши дни. Это и войны, которые происходят на планете, это и экологическая катастрофа, это и борьба классов. И удивительно, что все это сидя в маленьком селе, в селе Качекац Хангаласского района, Алексей Алексеевич Кулаковский смог это все предсказать в своем произведении. Живая музыка, отличный актерский состав, прекрасные костюмы. Все это вы можете прийти и посмотреть, и лицезреть. Отмечу еще раз, что спектакль будет проходить только 3 дня. Это 7, 8 и 9 февраля. И, как отметил сам Андрей Савич, 10 числа театр Аланхо выезжает в Индию, в город Дели на международный фестиваль. Так что приходите и примите участие в спектакле. У меня все, Сергей. Оля, спасибо. Ну, а мы можем предсказать, судя по твоему включению, оглушительный успех спектакля. Я напомню, Ульяна Шагина в прямом эфире рассказала о последних репетициях спектакля по поэме Алексея Алексеевича Кулаковского «Сон шамана». И в завершении коротко о среднесуточной погоде сегодня в крупных городах Якутии. В Алдане минус 25, безветренно, давление 713 миллиметров ртутного столба и переменная облачность. На термометрах Ленска чуть теплее, чем в Алдане, минус 22. Облачно, небольшой ветер, 1 метр в секунду. В Мирном еще холоднее, минус 24 по Цельсию. Сегодня тоже облачно. Штиль, атмосферное давление 733 миллиметра ртутного столба. В столице Южной Якутии, Нерингри, так же, как и в Мирном, минус 24. Также безветренно, облачно и без осадков. И в Якутске холоднее всего. На столичных термометрах минус 36. Туман, ветер 1 метр в секунду. Давление 761 миллиметр ртутного столба и без осадков. На этом наш выпуск подошел к концу. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь на Якутии 24.